Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Я возвращаюсь после отпусков, после болезни к вам обсудить очередные новости. 26 июля в Париже прошло открытие 33-х по счету Олимпийских игр. Для Парижа это уже третьи Олимпийские игры. Париж открывал Олимпийские игры в 1900, в 1924 и сейчас через 100 лет в 2024 году. Олимпийские игры стали очень необычными, так как их открытие прошло не на стадионе, как это обычно бывает, а на реке Сене. Перед 300-тысячной толпой зрителей проплыло около 100 небольших лодок с участниками Олимпийских игр. Словенская команда разделила лодку с Сомали и со Словакией. Со Словакией, видимо, потому что подумали, что это одна страна. На открытии Олимпийских игр присутствовала словенская президентка Наташа Пирц-Мусар и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Российские и белорусские спортсмены не были допущены к участию в Олимпийских играх из-за войны в Украине. Я, конечно же, буду болеть за словенскую команду и желаю ей больших побед в этих Олимпийских играх. Молодой 25-летний словенский велосипедист Тадей Погачар недавно победил в 2 велогонках. Одна велогонка происходила в Италии, а другая во Франции. И сейчас Тадей Погачар посетил свою родину, приехав сюда, в Любляну, на велосипеде. На Конгрессной площади его встречали поклонники, и также он встретился с президенткой Словении Наташей Пирц-Мусар и подарил ей свою победную желтую майку. И также не обошел вниманием мэра города Любляны Зорана Янковича и тоже подарил ему свою спортивную майку. А вечером Тадей Погачар поехал принимать поздравления в свой родной город вблизи Любляны под названием Коменда. Напомню, что Тадей Погачар выступает за спортивную команду из Объединенных Арабских Эмиратов. 70 км в час по населенному пункту, с 2 промиллами алкоголя в крови, а также с содержанием в крови других запрещенных веществ. Нет, речь не идет о водителе автомобиля. В этой новости говорится о водителях электрических самокатов. В большинстве дорожно-транспортных происшествий, связанных с самокатчиками, виновными становятся сами самокатчики. Женщина держала на руках ребенка, когда в нее на большой скорости врезался электросамокатчик. Женщина с ребенком пострадали, а жизнь самого самокатчика под угрозой. Еще не ясно, выживет он сам или нет. В этой новости еще уточняется, что сам самокатчик был даже без шлема. До июля этого года в больницу в Любляне поступило 165 человек, пострадавших в результате различных несчастных случаев, связанных с использованием электросамокатов. А поскольку прошла только половина года, мы вполне можем ожидать, что в этом году будет рекордное количество несчастных случаев, связанных с электросамокатами. А наверняка есть такие люди, которые пострадали от электросамокатчиков, но не дошли до больницы. Студенческая организация призывает к действиям, направленным против опасной езды на самокатах. И что же они предлагают? Установить на каждый самокат ограничение скорости и повысить штрафы за превышение скорости. Обязать всех самокатчиков надевать шлемы независимо от возраста. Согласно действующему законодательству, на данный момент только лица до 18 лет, управляющие самокатом, должны иметь в обязательном порядке шлемы. Также стоит подумать о регулярных технических осмотрах самокатов. Тогда, возможно, начнется на дорогах порядок. Сейчас мы наблюдаем, что люди на электросамокатах могут нестись не только по тротуарам, но и несутся без шлемов посередине дороги, обгоняя автомобили. Если вы не любите электросамокаты так же, как и я, а может быть даже сильнее, то поставьте лайк. В начале июня в Любляне закрыли один из центральных парков – Миклошичев парк.
Закрыли из-за того, что там развелось слишком много крыс. И специалисты сейчас занимаются уничтожением крыс. И они не просто разбрасывают отраву по всему парку, полностью огородили парк железным забором, чтобы какое-нибудь домашнее животное случайно не подобрало отраву. Как утверждают специалисты, крысы развелись еще из-за того, что люди слишком любят подкармливать животных. Обещают в начале августа закончить все работы по уничтожению крыс и открыть парк снова для посетителей. На этом мои короткие новости подошли к концу, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 21 до плюс 28, облачно с прояснениями. Спасибо большое, Алиса, за такой хороший прогноз погоды. Пожалуйста, это было нетрудно. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на мой канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!